В эфире «Актуальное интервью», в студии Сергей Михедов. Здравствуйте. Сегодня профессиональный праздник отмечают переводчики. Профессия переводчика известна с древних времен. Какие перспективы в дальнейшем у профессии? Могут ли переводчиков полностью заменить роботы, например? И какими навыками должен обладать современный специалист, помимо отличного знания иностранного языка? Гость студии сегодня Валентин Стручков, переводчик, старший преподаватель кафедры перевода из ФИР СВФУ. Валентин Гаврилович, здравствуйте. Здравствуйте. Расскажите о деятельности кафедры перевода из ФИР СВФУ. Ну, наша кафедра, конечно, основной момент нашей деятельности – это подготовка переводчиков, специалистов. То есть у нас вот очень много студентов обучается всем видам перевода. То есть у нас бывает как письменный перевод, так и устный перевод и разные типы вот этих переводов. То есть они делятся на научный перевод, может быть технический перевод, может быть перевод художественный и так далее, когда нужно перевести, например, может сказки, да, к примеру, или, скажем, какие-нибудь художественные произведения. Ну и кроме того, добавок к именно преподаванию, мы еще занимаемся вот такой деятельностью, как самим переводом. Да? То есть одним из основных успехов нашей кафедры являются вот переводы нашего якутского культурного наследия, то есть вот Олонхо и так далее. Мы проделали огромную работу по переводу Олонхо Платона Сергеевича Юнского «Нергумбатур стремительный» на английский язык. И вот недавно, то есть несколько лет назад, наш перевод был издан в Англии и разошелся вот достаточно большим тиражом. Мы также переводили Олонхо Петра Агатоева, также вот, например, те же сказки Владимира Санги и так далее. Да? И, конечно, мы проводим и просветительскую работу. То есть мы пытаемся обучить людей, широкую общественность, публику вот, о важности перевода и донести до них вот информацию о том, что да, как бы без перевода сейчас международные отношения невозможно практически. Расскажите, пожалуйста, подробнее об особенностях вот того или иного перевода. Ага. Ну, например, если мы говорим о... Ну, переводчики, они разные сами по себе, да, это зависит от характера человека, от их темперамента и так далее. Вот некоторые более предрасположены к письменному переводу, а некоторые к устному. Вот лично мне очень нравится устный перевод, потому что письменный это получается как, ну, вы сидите, переводите письменно, да, потом начинаете думать, правильно ли я перевел, может еще раз, да, Ну, долгая может работа заменить, с текстом да. получается, да? Да, ну для меня это как-то не очень, да, но вот для других переводчиков это самое то. Им очень нравится переводить именно так письменно, те же художественные тексты и так далее. Мне нравится устный перевод. Но устный перевод, он тоже разный, да, у нас бывает последовательный перевод устный, когда вот сперва говорит выступающий, и потом через пару предложений начинаем говорить мы. Ну, синхронный перевод — это, наверное, вообще высший пилотаж, высшая ступень, когда переводишь в то же время, прям, да, одновременно, можно сказать, с говорящим. Ну, тут тоже по-разному, да. Некоторым переводчикам легче синхронный дается перевод, некоторым легче последовательный. Потому что когда вы переводите последовательно, у вас есть время подумать. То есть вы слушаете и строите у себя в голове вот свой перевод, думаете, как это сделать, да? А синхронный, ну, мне лично, конечно, больше нравится синхронный, потому что там нужно говорить сразу, прямо, нет времени на раздумье, то есть сказали, забыли, сказали, и дальше идете, да, получается. И мне он нравится именно тем, что не нужно как бы переживать, что вы что-то не так сказали. У вас просто времени на это нет, да? Вы перевели и идете дальше. Вообще, какими знаниями должен обладать переводчик? Наверное, нужно знать историю, да, страны как минимум, тонкости языка. Вот расскажите об этом подробнее. Что вам пришлось изучать для того, чтобы стать переводчиком? Скажем так, дополнительно для себя. Ну, конечно, переводчик должен обладать очень широким кругозором. Он должен знать практически все. Основным здесь, с моей точки зрения, вообще с точки зрения многих переводчиков, является именно, конечно, знание языка, да, без этого никак. То есть нужно знать все нюансы языков, на которые вы переводите, из которых вы переводите. Это могут быть не только вот слова, скажем, да, но и вот пословицы, поговорки, те же вот жаргонные выражения. Плюс еще, вы знаете, язык — это такая живая система, это не что-то статичное, постоянно меняется.
То есть необходимо следить за ним, потому что, ну, вы же знаете, постоянно появляются новые слова, заимствования и так далее. Если вы их не знаете, да, то как-то не то. И в то же время необходимо знать материал по переводу, именно по тому переводу, который вы осуществляете. Да? Например, если вы делаете научный перевод в сфере, скажем, биологии, вы должны разбираться в этом, да? Знать, например, названия всех тех же птиц, растений, я не знаю, животных и так далее. И все то же самое и с другими вот видами перевода получается. Ну, как вы упомянули, историю обязательно, да, вот языка, потому что, чтобы понимать, о чем говорит тот или иной выступающий, потому что они очень часто говорят вещи, которые понятны им, как представители своего народа, да. И если вы не знаете и не можете понять, вот о чем именно он говорит, то вы не сможете правильно перевести. Как вообще проходит обучение специалистов-переводчиков? Ну, у нас есть много разных программ, дисциплин, по которым мы преподаем. Ну, конечно, упор делается и на сам язык, получается, английский язык у нас на кафедре основной, и плюс еще есть второй язык, который выбирают сами студенты. Это может быть восточный язык или западный язык, там французский, немецкий, китайский, корейский и так далее, да. И кроме того, у нас есть вот специализированные виды перевода, то есть мы начинаем обучать их, студентов, этому уже где-то начиная со 2-го года, возможно, да. Это вот такие виды перевода, как конференц-перевод, дисциплины, да, когда у нас есть вот такая комната, получается, в институте, где оборудованы кабинки синхронного перевода, то есть условия максимально приближенные к настоящим, получается. Студенты садятся вот в кабинку и начинают переводить. Там есть все, что необходимо для этого, да, микрофон и так далее. И иногда мы можем проводить даже вот практически настоящие конференции, получается. Там. И студентам необходимо будет вот прямо переводить. Ну, кроме того, вот по некоторым другим дисциплинам, например, последовательный перевод, мне нравится ходить со студентами, скажем, в музеи. То есть мы там устраиваем, то есть мы договариваемся заранее, устраиваем экскурсии, и студенты должны переводить гида, то есть вот гидов, да, которые находятся в музеях. И таким образом они получают вот практику перевода. Ну и если проходят различные мероприятия крупные в республике, иногда мы тоже отправляем студентов туда, чтобы они прямо в поле, скажем так, в боевых условиях могли научиться переводу. Совершенное знание языка наверняка невозможно без погружения в среду, когда люди говорят на этом языке, да, например, на английском. Если, может быть, какие-то обменные программы, как студенты получают, ну, как студенты учатся языку, учатся говорить на нем, может быть, уезжают в другие страны. Есть такие возможности у студентов наших? Ну, в целом, конечно, есть, но вы же знаете, какая сейчас у нас обстановка с пандемией и так далее, и поэтому последние вот пару лет было очень сложно с этим, да. Но у нас студенты кафедры, они имеют возможность, ну, особенно магистранты, да, у нас есть программы обменные с Южной Кореей, то есть туда выезжают обучаться. У нас вот несколько наших профессоров именно из Южной Кореи. Они преподают в нашей магистерской программе, магистратуре. И кроме того, вот наша магистрантка выезжала учиться во Францию. То есть она там закончила тоже магистратуру, получается. И кроме того, мы вот даем возможность, все возможности нашим студентам для того, чтобы они сами смогли реализовать свои желания. И очень многие из наших студентов летом, к примеру, путешествуют по программе US Work and Travel. То есть они выезжают в США, там работают некоторое время, зарабатывают деньги и на оставшееся время путешествуют по стране. Вообще возникает ли у выпускников проблема с трудоустройством? Востребованы ли сейчас переводчики? Ну, мы сейчас готовим специалистов очень широкого профиля, да, то есть все работы, которые могут связаны именно с языками, языковыми специальностями, в этих областях они востребованы. Многие из наших студентов после выпуска, они идут, ну,
Многие, кстати, остаются дальше учиться, да, идут в магистратуру и так далее. Но те, кто не хочет дальше учиться, они вот, мы знаем, у нас многие выпускники работают в органах государственной власти, да, в том же Министерстве внешних дел и других министерствах. Очень многие наши выпускники сейчас задействованы в разработке тех же видеоигр компании Майтона. То есть они же сейчас вышли на мировой рынок, да, распространяют свою продукцию во всем мире, им нужны вот как раз специалисты со знанием языка. И многие наши выпускники также работают вот с компанией CNET, интернет бывший, да, и вот InDriver и так далее. Вот сейчас я поддерживаю связь с моими многими выпускниками, и мне очень радостно видеть, как они сейчас, например, живут и работают, скажем, в США, некоторые из них, в Мексике вот были, да, и вообще везде, по всему миру. Вы затронули IT-сферу, сейчас широко создаются, скажем так, различные программы и приложения для перевода. Как вы считаете, есть ли будущее профессии переводчика? Нужны ли будут переводчики в будущем или их заменят роботы? Ну, это, кстати, очень интересная тема. Мы обсуждаем эту тематику уже давно в нашем узком профессиональном кругу, получается, да. И вот лично как я вижу вот это, да, конечно, остановить прогресс невозможно. Вот технологии будут развиваться и дальше. Я думаю, что для повседневных задач переводчики уже перестанут быть необходимыми. Имеется в виду для туристической сферы и так далее, да. То есть вы сможете вот взять и надеть наушник с искусственным интеллектом, который сможет автоматически для вас переводить разговорные такие выражения, да, получается. Но в то же время я считаю, что вот для настоящего перевода профессионального, то есть, получается, межгосударственного, когда вот идут переговоры между разными странами, да, или если необходимо будет правильно перевести, скажем, те же художественные произведения и так далее, переводчики всегда будут востребованы. Действительно, для перевода художественных произведений нужно, чтобы это делал действительно человек, потому что робот вряд ли справится с этой задачей. Ну, напоследок, Валентин Гаврилович, что бы вы пожелали своим коллегам, переводчикам в этот праздник? Ну, конечно, первым делом я бы хотел пожелать успехов в их профессиональной деятельности. Вот прямо сейчас мы, наши переводчики якутские, мы все задействованы на Всемирном форуме по устойчивому развитию. Он прямо сейчас проходит. И мы все с утра до вечера сидим там и переводим сессии этого форума. Ну и, конечно, терпение. То есть иногда бывают такие моменты, когда, ну, вы знаете, да, организаторы не идут нам навстречу, но в целом это очень редко. И, конечно, я хочу, чтобы и в дальнейшем они продолжали развиваться и достигли того, что они хотят. Валентин Гаврилович, с праздником вас! Желаем вам дальнейших успехов в вашей работе. Спасибо большое. В День переводчика гостем нашей программы был Валентин Стручков, переводчик, старший преподаватель кафедры перевода из сферы СВФУ. Вы смотрели актуальное интервью. Увидимся на телеканале Якутия-24.